Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы делаем расклад, который называется «Мой бывший». Будем говорить о том, вспоминает ли о вас бывший партнер, какие чувства остались у человека к вам. Может быть, как сложилась его личная жизнь без вас. Будет ли он пытаться начинать все сначала. Вот. Позиций будет 3. Сейчас я выложу по одной карте на каждую позицию, как сигнификатор ситуации. Так. Вариант 1, вариант 2, вариант 3. Загадывайте ваш вариант, у кого как резонирует. И сейчас мы будем смотреть ситуацию более подробно. Начинаем мы, как всегда, с первого варианта. Загадайте вашего бывшего партнера. Так. Карта влюбленная вышла нам. Возможно, человек, на которого вы сейчас смотрите расклад, мог быть вам по судьбе. Возможно, у вас были очень такие классные отношения, вот, но по какой-то причине вы расстались. Сейчас мы более подробно это все посмотрим, но карта, в принципе, хорошая. Да. Давайте посмотрим, что из себя представляет загаданный человек. Ну, в общем, тут налицо любовный треугольник, скорее всего. Человека к вам очень сильно тянет, но он находится в двойственности, то есть он как бы так и не смог сделать выбор, видимо, между вами и еще какой-то женщиной. Но его к вам очень сильно тянет, потому что тут у нас выпала карта влюбленной. То есть вы, скорее всего, как-то очень по судьбе друг другу подходите, и понятно, что его тянет к вам очень сильно. То есть притяжение. У него сейчас разбитое сердце, и, конечно, сейчас будем уточнять. Вспоминает ли о вас бывший партнер? Ну, как-то, если вспоминает, то, наверное, делает это как-то тайно. Вот. Ну и, в принципе, он тут вышел нам рыцарем Пентаклей, то есть он, возможно, как-то даже хочет проявиться к вам, но так как он у нас сейчас в двойственности, значит, он у нас в раздумьях, и, скорее всего, не сразу это будет, потому что рыцарь Пентаклей товарищ не быстрый. Он очень будет долго обдумывать, что и как сделать. Вот. Так. Какие чувства остались у этого человека к вам? Уточним у карт.
очень сильно одурманен вами. Карта «Любовный напиток». То есть человек как бы... Собственно, вы для него как раз этот любовный напиток. Он тут, в принципе, и по карте сила у него сильное к вам притяжение. И вот по этой карте он вами одурманен. Да, вспоминает в любом случае, как бы. И что еще тут можно по этой позиции сказать? Он хотел бы, чтобы была такая ситуация, чтобы все-таки как-то вот по этой карте прояснить ваши отношения, как-то расставить все точки над «и». Так, давайте спросим, как сложилась его личная жизнь без вас? Так, ну, человек понимает то, что ему в личной жизни чего-то очень сильно не хватает, и он ушел в поиски. Он ушел в поиски, чего же ему как раз-таки не хватает в личной жизни. То есть, если вы расстались по чьей-то причине, то он понимает, что его личная жизнь неполная без вас. Вот, и он как-то ждет шанса, чтобы все-таки как-то все, чтобы все заново трансформировалось. Он хочет обновления в отношениях. Так. Ну, в общем, пока не сложилась его личная жизнь, в любом случае, однозначно на данный вопрос. Вот, и он чувствует, что ему тяжело. Ну, по тузу жезлов можно сказать тоже как вариант, то, что, может быть, он пытается как-то сексуальными какими-то интимными связями заполнить ту пустоту, но у него все равно ничего не выходит. Вот. Такой вариант тоже может проиграться, конечно, по тузу жезлов. Так, жалеет ли он о разрыве отношений с вами? Ну, тут выпало две женщины. Одна из них, которая может быть жена, другая может быть любовница. Я не знаю, в какой позиции из этих вы можете находиться. Может быть, вы будете тоже проигрываться и как, скажем так, женщина, которую он воспринимает для семьи, и как женщина-любовница, женщина-сердцеедка. Вот. И как-то вот он смог сейчас такое слово скажу, объединить. По этой карте он смог объединить его, вот этих двух женщин. Если все-таки действительно существует какой-то любовный треугольник, который нам выпал в начале, вот, то он как-то вот внутри себя смог полюбить, получается, и вас, и другую женщину.
То есть какие-то он одинаковые чувства по данной позиции испытывает. Вот. Ну, человек у нас находится в выборе. В любом случае, нам изначально карта выпадала. Карта выбора в двойственности находится. Вот эта двойственность, вот она здесь налицо. И ему как-то вот хорошо от этого, что он смог объединить эти два чувства к одной женщине, к другой, что он смог объединить эти два чувства в себе. Вот, так, интересная позиция, конечно. Будет ли он пытаться начать все сначала? Ну, какой-то такой неоднозначный ответ. Ну, он находится, может находиться в иллюзиях, в мечтах о том, чтобы начать с вами все сначала. Вот эта карта либо как стрела Купидонов, то есть он ждет, когда его снова пронзят стрелы Купидонов. Может быть, он ждет от вас какой-то весточки, какого-то сообщения, потому что это карта сообщения, вот, которая прилетит откуда-то. Может быть, он напишет вам сообщение это. Так, ну карты как-то нам тут неоднозначно отвечают. Так, возобновятся ли отношения в течение ближайшего года? Ну, вот тут опять нам двойственность выходит и зависшая ситуация. Ситуация зависшая. И человек стоит в раздумьях тут опять. Но если это нам выходит тот самый человек, загаданный партнер, то он считает себя жертвой обстоятельств. То есть он как бы завис в этой ситуации. И вот по этой позиции тоже здесь видно, что он как-то одинаково хорошо относится и к любовнице, и к жене, если так проигрывается у кого-то. Ну или к двум женщинам сразу хорошо относится. Вот. Ну, как бы надо сделать выбор, если что, так. Так, давайте спросим совет у карт. Что карты советуют вам в данной ситуации? Что нужно делать? Ну, как-то нужно вот по этой карте, да, по карте справедливость, очень справедливо с этим человеком себя вести, то есть как он накосячил, так к нему относиться. Вот. Так, давайте-ка еще выложим карты. Совет карт для вас.
Может быть, как-то ограничить общение с этим человеком пока. И когда вы ограничите общение с этим человеком, то, может быть, человек поймет, что ему надо очень срочно делать выбор. Вот, это такой вариант может быть. Ну, карта ограничений. На вопрос, что у вас будет в будущем, на ближайший год в ваших отношениях, да, тут у нас выходил туз мечей. То есть надо в какой-то степени как-то обрубить эти отношения, чтобы у него началась трансформация. Потому что карта трансформации нам тут выходила тоже. Вот. И вот она, карта трансформации. Ну, в общем, вы должны, грубо говоря, своими руками обрубить эти отношения, чтобы человек понял, кого он потерял, и чтобы его еще сильнее к вам тянуло. Вот. Мы, конечно, делаем расклад на бывших, да, то есть, может быть, вы сейчас, как бы, если до сих пор как-то поддерживаете отношения, то карты советуют вообще ограничить любое общение с этим человеком, как-то разрубить, чтобы он как-то все-таки перетрансформировался. Вот. Если, конечно, вы смотрите, скажем так, это гадание в какой-то степени из любопытства, то карты все-таки как-то не советуют вам конкретно возвращаться к этому партнеру. Он еще будет находиться долго в двойственности, и если вы с ним будете поддерживать как-то отношения будете поддерживать, то эта ситуация будет очень долго зависать. Вот. И поэтому, в общем, карты советуют ограничить общение с вами. Но в любом случае человек был вам как-то по судьбе, но тут у нас существует любовный треугольник. Вот. Ну, такая у нас первая позиция. Так, я надеюсь, я вам как-то помогла. Если что, пишите в комментариях, у кого как проигрывается. Так, у нас был первый вариант. Так. Я курю кальян, я надеюсь, это никому никак не мешает. Так, вот у нас вторая позиция. Пожалуйста, настройтесь на нее. Эта карта у нас шестерка мечей, сигнификатор второго варианта, второй ситуации. Тут человек выходит из отношений, вот, переправляется на другой берег. Так, такой вот у нас сигнификатор ситуации. Так, какой у нас выходит загаданный партнер? Что он из себя представляет? Так,
Человек с очень большой и сильной сексуальной энергией выходит к нам, который очень сильно как бы скучает вот по этой королеве Пентаклей. Будем смотреть по ситуации, вы ли это у нас выходите, либо как бы у него на данный момент есть жена, это мы посмотрим. Вот. Если все-таки выходите вы у нас, то человек как-то хочет что-то вам написать. Ну, еще и вас как-то сексуально желает. Вот. Такая вот, может быть, вот такой партнер у нас выходит. Так. Вспоминает ли о вас бывший партнер? Ну, он, скажем так, вышел у нас тут королем кубков, то есть, да, человек такой очень любвеобильный, ну, готовый, но готовый к зрелой любви. Вот, он сейчас находится в отшельничестве, да, то есть он как бы ушел в себя, но тем не менее он как бы чувствует, что ему в личной жизни чего-то не хватает. Скорее всего, не хватает вас. То есть он чувствует неполноценность своей личной жизни, и он ушел вот у нас в путь. В общем, ушел в поиски, что же ему не хватает в жизни, в личной. Вот. Ну, можно это так и сказать, то, что да, ему вас не хватает. На вопрос, вспоминает ли о вас бывший партнер, да, вспоминает. Так, какие чувства остались у человека к вам? Выпала карта семьи, выпала карта звезда. Партнер считает вас идеалом, который он не может, до которого он не может, скажем так, дотянуться. Вот, он не может до вас дотянуться, потому что вот по семерке Пентаклей он тут как бы карта человека, который посадил урожай, и урожая очень мало выходит. Он не может до вас дотянуться, вы для него идеал. Ну и как-то вот, возможно, вы были в семье, или он хотел бы с вами построить семью, но что-то пошло не так. Так, как сложилась его личная жизнь без вас? Ну, никак пока не сложилось. Он тоже думает, мириться с вами или нет. Или идти дальше. Он в двойственности не знает, что, какой вариант ему выбрать. Мириться или идти дальше. Так. Жалеет ли он о разрыве отношений с вами? Так. Ну, с одной стороны, он сейчас у нас такой свободный товарищ и может гулять, праздновать, может быть, попивать. Так. Ну, по карте колесница он сейчас как-то тоже, может быть,
борется со своей светлой и темной стороной. Ну, в общем, с одной стороны, колесница у нас говорит карта движения, то есть карта триумфа. Но можно сказать, что он в какой-то степени чувствует сейчас свободу от того, что вы расстались. Но все равно по 8 кубков он чувствует, что что-то ему не хватает в жизни. Что он что-то потерял, и он в поисках этого. Так, будет ли он пытаться начать все сначала? Да, ему хотелось бы к вам проявиться, и он вас вспоминает хорошие моменты, которые были у вас с ним. И он хочет очень стремительно проявиться к вам. Снова, скажем так, заявить о своих каких-то эмоциях, чувствах. Но, в принципе, нам вначале выпадали, да, карты того, что он как-то хочет послание к вам, какое-то послание, ну, то есть сообщение. Скорее всего, все-таки вы ходите вы здесь, как королева Пентаклей, и он желает вас. Так. Так, возобновятся ли отношения в течение ближайшего года? Такой вопрос зададим. Ну, вас сильно будет тянуть друг к другу на самом деле, но каждый из вас будет в оппозиции. То есть вы будете как королева мечей, будете холодны с ним, и он будет с этим бороться. Ну, тут королева мечей сильнее, конечно, чем 7 жезлов. Хотя человек тут тоже держит оборону. Но вас будет очень сильно друг к другу тянуть. И вот тут получается сложно сказать, то есть возобновятся отношения в течение года или нет. Возможно, конечно, если вы как-то включите свою мудрость, и если вы очень как-то еще цените эти отношения и хотели бы их вернуть, то, возможно, вам надо включить женскую мудрость и приручить этого льва. Тут еще от вас, скорее всего, тоже это зависит. А может быть, он будет вас пробовать как-то приручать, если вы такая очень холодная королева мечей. Хотя вначале вы нам вышли как королева пентаклей. Так, давайте спросим совет у карт Таро. Какой совет дают карты Таро на данную ситуацию? Ну, совет над тем, что хорошо подумать над этим выбором, стоит ли вам возвращать этого человека или нет, но также тут все равно у нас есть любовь, кубок, наполненный эмоциями. Ну и рыцарь жезлов у нас тут выходит. Тут еще вот так вот перекликается, да. Тут у нас туз жезлов, рыцарь жезлов. Он
видимо, все-таки хочет к вам проявиться очень стремительно, потому что тут и рыцарь мечей нам выходил, и рыцарь жезлов тоже выходит. То есть человек хочет к вам проявиться достаточно быстро. Ну, в принципе, карты говорят о том, что любовь с этим человеком есть, и, возможно, нужно задуматься о том, что в ваших отношениях любовь есть, и, может быть, не стоит терять эти отношения. Может быть, не стоит рвать с этим человеком. Все равно карты нам показывают о том, что он скучает по вам и стремится к вам. И есть сильное притяжение друг к другу. Вот, поэтому, в принципе, можно было бы как-то и возобновить эти отношения. Если, конечно, у вас не была какая-то очень серьезная ситуация. Так, ну вот это второй вариант. Надеюсь, у кого-то как-то проигралось. И пишите комментарии. Так, сейчас я разложу третий вариант. Так, третий вариант. Карта Солнца. Так, ну, Солнце нам освещает путь. Видимо, ситуация может закончиться позитивно каким-то вариантом. Так, давайте посмотрим, какой у нас партнер на данный период времени. Партнер у нас находится в жестких ограничениях и еще ушел, скажем так, в спячку, в размышления ушел. Так, пока не хочет ничего видеть, слышать. Так. Давайте зададим вопрос. Вспоминает ли о вас бывший партнер? Да, он вспоминает о вас, причем у вас была такая очень пара, можно сказать, семейная. Серьезные были отношения между вами. Вот король Пентаклей, вот вы. Пара друг другу достойная. Все у вас было в достатке, то есть и человек видит вот эту ситуацию так, то что сейчас ему чего-то не хватает в жизни, и он пошел на поиски этого, чего же ему в жизни не хватает. Он пытается найти как бы этот путь. Тут на карте у нас кубки и есть пустое место. Вот человек как раз пытается как-то вот восполнить это место. Ну, то есть он вспоминает о вас, конечно, и вот вспоминает вот таким вот образом, то, что видит вас парой. Какие чувства остались у человека к вам? Ну, что-то тут очень сильное притяжение к вам. Сексуального плана, конечно, выходит. Так.
По карте суд тоже может быть как проиграться. То, что он вспоминает об этом браке или как-то об этих серьезных отношениях. Ну, сильная тяга к вам есть, конечно. Так, как сложилась его личная жизнь без вас? Никак пока не сложилось. Человек обороняется, человек тут что-то ругается, конфликтует. Человек уже умудренный опытом. Но он явно здесь пока у нас один. Вот. В конфликтах сам с собой находится. И ему явно сейчас пока не хочется никаких новых отношений. Так, жалеет ли он о разрыве отношений с вами? Да, жалеет. Чувствует себя опустошенным и мечтает о вас. У него мечты какие-то есть. Он пытается что-то придумать. Ну вот 5 кубков показывает кризис. Он видит, что вот эти кубки опустошены, но сзади него еще есть кубки. То есть это кризис, который может перейти во что-то хорошее, скажем так. Да, он жалеет о том, что порвал с вами и вспоминает однозначно. Так. Будет ли он пытаться начать все сначала? Так, ну тут у нас королева мечей. Он, видимо, очень сильно боится эту королеву мечей. Это вы у нас выходите. Что он боится, что вы будете с ним очень холодны и можете порубить его вот этим мечом. Вот такие у него глубинные страхи по карте Луна. А вот по карте Звезда у него есть надежда. Есть надежда, что он все-таки как-то придет к этой королеве мечей. Также он может видеть вас вот такой идеальной для него женщиной. Тем более вы у нас тут парой выходите. Королева, ой, точнее, как бы 9 пентаклей это у нас хозяйка тоже проигрывается. И вот король пентаклей. То есть вы у нас парой тут выходите. Он боится, что вы его зарубите вот этим мечом. Ну, скорее всего, он накосячил. Так, ну надежда есть, что он будет пытаться начать все сначала. Так, возобновятся ли отношения в течение ближайшего года? Но потихонечку все наладится. Потихонечку все наладится. Как бы нужно будет справиться со своими негативными и позитивными сторонами. И все потихонечку, как бы умеренно будет налаживаться. Да, тут 6 кубков, карта ностальгии, может быть, карта общих детей.
проигрываться. И карта триумфа, в принципе, колесница. То есть все потихонечку придет к победе. Да. Вполне возможно, что в течение ближайшего года отношения могут возобновиться. Так, ну и совет от карт Таро для вас. Совет на данную ситуацию. Угу. Ну вот тут опять у нас выходит пара. С одной стороны император, с другой стороны королева жезлов. Вы у нас выходили там королевой мечей, которую она очень боится. Здесь вы должны стать такой более теплый, более страстный, огненной такой королевой. И он тогда у нас станет вот таким вот императором. То есть карты нам говорят о том, что, может быть, все-таки удача вам будет сопутствовать вашей паре. Ну и тут карта Солнца у нас выходила тоже. То есть Солнце освещает вам путь к тому, чтобы заново как-то возобновить эти отношения. Ему по карте колесницы, скорее всего, надо как-то проработать свои негативные стороны, чтобы стать императором. Вот. И вам нужно как-то потеплеть, не быть холодной. Ну, здесь как бы такой вариант, то, что, скорее всего, вы оба можете пойти друг другу навстречу, и удача вам поможет в этом. Так. Видите, он очень боится, что вы его пошлете куда подальше. Можете зарубить его своим мечом, и он о вас мечтает. Ему вас не достает. И у него есть сексуальная энергия к вам. Поэтому я думаю, что, в принципе, данный вариант может кончиться очень хорошо. Вот. Ну, тут по карте умеренности нам карта говорит о том, что все постепенно будет восстанавливаться. Вот. Так что не отчаивайтесь. Если вы скучаете по данному партнеру, я думаю, что потихоньку вы сможете помириться. Вот такой у нас был третий расклад. Спасибо вам большое за внимание. Пишите комментарии. Мне будет очень интересно послушать, у кого как проиграется.